студия документальных видеофильмов «Асти» представляет Татьяна Рожина, Сергей Сорокин с авторской программой «Как заработать миллион». На Руси в прежние времена состоятельные люди, в частности купцы, занимались благотворительностью. А были ли такие усысольские купцы-меценаты? Ну, может, меценатов в нашем понимании и не было здесь. Тут все-таки Морозовых, Мамонтовых, Штиглицев не водилось. Но постоянно и купечество местное, и интеллигенция помогала сбором денежных средств и, ну, как мы сегодня сказали, учреждениям культуры, школам, клубам и храмам. Вкладывали деньги в строительство храмов. Вот, например, Троицкий собор в Усть-Сысольске. Он во многом построен на деньги купцов Сухановых был. Стефановский собор. На него пожертвовал купец Новоселов большую сумму. Это было нормальным, понимаете, не жертвовать деньги на общественные нужды было как бы, ну, неприличным, что ли. Я не думаю, что большинство усть-сысольских купцов это делало с огромным удовольствием. Но престиж дороже. Михаил Рогачев, этнограф, преподаватель лицея при Сыктывкарском государственном университете. На что хотелось бы обратить внимание особенно, что они помогали прежде всего как раз вот в культуре, особенно учебным заведениям. Таких примеров масса. Скажем, когда пытались открыть первое учебное заведение в Усть-Сысольске в начале 19 века, к кому обратились городские власти? Городские власти вообще не почесались. Деньги на открытие этой школы собрала общественность. Более 600 рублей. Ну, тогда не удалось ее открыть. Она была открыта дальше, позже, но традиция была положена. Или вот, например, первая женская школа в Усть-Сысольске, открытое в 1858 году, второразрядное женское училище. Город выделил на училище всего 100 рублей. И оно бы не было открыто, если бы не купец Василий Латкин, который пожертвовал 100 рублей ежегодно, обязался платить. Купчиха Латкина, его однофамилица, 40 рублей ежегодно пожертвовала. И другие были сборы, но самое главное, Латкин на свои средства выстроил дом для училища и обязался 3 года платить за отопление и освещение, проще говоря, за дрова и керосин. После этого школа заработала. И знаете, ведь это была первая прогимназия, потом женская прогимназия. Это была первая гимназия в Коми-крае. Здание ее на Орджоникидзе сохранилось сегодня. Женская гимназия ведь в Усть-Сысольске была открыта раньше, чем мужская. Вот благодаря в том числе и купцу Латкину. К сожалению, сегодня эта традиция пока, как вы знаете, не восстанавливается. Наша школа находится в состоянии кризисном, близком к развалу. И если так пойдет дальше, может быть, вообще развалится, потому что учителя работают на износ. Здания нету, они в плохом состоянии, не хватает учебников, не хватает пособий. Возьмите ту же самую Коми-гимназию, которую только что недавно открыли. Говорят много о национальном самосознании, о возрождении его, а помочь никто пока особенно не хочет. Так и ютится она в нескольких классах, вот в школе Олега Кошевого, 12-й. Не помогут ей, закроется эта гимназия. Или вот наш лицей при университете называется инновационным учебным заведением. А ведь мы тоже можем долго не протянуть. Вот. Спонсоры есть, конечно, но мало, явно недостаточно. Мы задыхаемся без учебников, без пособий. И без помощи сегодня школе не выжить. Не только без помощи государства. Государство обязано содержать школу, но и без помощи просто благотворителей, нормальных, добрых людей, купцов, меценатов, назовите их как хотите. Акционерный коммерческий Комибанк – один из крупнейших кредитно-финансовых институтов России. Акции Комибанка – ваша защита от инфляции.
В мире капитала давно уже стало аксиомой. Чем богаче страна, тем богаче ее граждане. Республика Коми богата необыкновенно, чего, однако, не скажешь о населяющих ее людях. Как-то так всегда получалось, что интересы России, сначала царской, а потом советской, не совпадали с интересами рядовых ее граждан. Все, что происходит у нас сейчас, это попытка сломать печальную русскую традицию. 20 января сего года на высшем правительственном и законодательном уровне Республики Коми был утвержден так называемый мастер-план стратегического развития экономики края. От недоброй памяти пятилеток он отличается своей главной идеей, которая заключается в том, чтобы использование богатых природных ресурсов способствовало быстрому развитию предпринимательства в республике, а значит, увеличению благосостояния ее граждан. Среди основных разработчиков беспрецедентного проекта широко известная в Европе успешно работает в государствах арктического пояса консалтинговая датская фирма MEN, и зарекомендовавшая себя на российском и мировом рынке бизнес-услуг информационно-коммерческое бюро Коми АБ. Возглавляющий датскую фирму Свен Бертелсен надеется, что мастер-план станет своеобразным инструментом, который представит Коми Республику мировому сообществу как перспективного партнера, нуждающегося на начальном этапе в широких западных инвестициях. Господин Бертелсен рассчитывает, что уже в ближайшем будущем к широкому сотрудничеству с государственными и предпринимательскими структурами Республики Коми удастся привлечь такие крупные датские компании, как Национальная компания железных дорог, нефтегазовая компания Донг и другие. Менеджер проекта ООО «Таргаби», который непосредственно возглавит работу открывающегося во второй половине февраля в Сыктывкаре офиса мастер-плана, сообщил, что самым важным на начальном этапе осуществления проекта будет получение живой конкретной информации от людей, непосредственно участвующих в экономической жизни республики. На основе обобщения этой информации, экспертных исследований и других источников и будут подготовлены рекомендации, как успешнее и быстрее развивать бизнес в Республике Коми. На вопрос о том, почему к работе над мастер-планом привлечена западная фирма, а не Центр Явлинского, к примеру, или какой-нибудь другой, зарекомендовавший себя Российский центр экономических исследований, генеральный директор информационно-коммерческого бюро Коми АБ Игорь Туркин ответил так. Вы знаете, мы не преследовали цель для разработки мастер-плана именно обращаться к иностранным партнерам. Собственно говоря, мастер-план, одна из целей мастер-плана – это своего рода инструмент, которым может правительство или наши компании, которые участвуют в разработке, пользоваться для привлечения иностранных инвесторов. Сколько бы мы ни писали бумаг здесь, какие бумаги мы здесь не готовили, наибольшим, так сказать, первым этапом, который отталкивающим, что ли, этапом, который начинает инвестиции, это составление технико-экономических обоснований, планов развития, которые сделаны именно западными экспертами. Они должны быть читабельны для западных инвесторов. Мы не должны создавать и как-то иллюзорную ситуацию воспринимать, что то, что пишем мы, это будет абсолютно четко воспринято иностранными инвесторами. Это далеко не так. Нам просто это необходимо. И потом нам нужен объективный взгляд со стороны, он нам необходим. Какие бы мы ни были объективные здесь, мы все равно ситуацию воспринимаем подчас достаточно субъективно. И особенно, когда это делается за деньги иностранных правительств. В принципе, не воспользоваться такой ситуацией, но было бы просто безрассудно. Интересно, что средства на покрытие расходов, связанных с реализацией проекта с датской стороны, выделило правительство Дании, а с нашей – ряд предпринимательских и государственных структур Республики Коми. Уже 1 мая авторы работы над проектом представят Верховному Совету и правительству Республики свои первые соображения о стратегических возможностях и приоритетных направлениях развития экономики нашего региона. Информационно-коммерческое бюро Коми АБ – это установление перспективных внешнеэкономических контактов, юридические, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги по заявкам правительственных и предпринимательских структур республики. Коми АБ – это создание совместных предприятий с участием компаний и фирм из Дании, США, Голландии, Германии, Люксембурга и других стран. Коми АБ – партнер фармацевтической компании Merck Sharp и Dohme, входящей в десятку самых процветающих компаний мира. Коми АБ – это привлечение иностранных инвестиций в реализацию крупных проектов на территории республики Коми. А теперь, как всегда, вспомним о конкурсных идеях, которые были представлены в предыдущей программе. Начальник технического отдела Сыктывкарской фабрики нетканых материалов Александр Корсун обратил внимание на то, что ежемесячно тысячи использованных люминесцентных ламп накаливания, содержащих чрезвычайно вредную для природы и здоровья человека ртуть, в нарушение всяких норм просто вывозят за город. И происходит это потому, что до сих пор в нашей республике нет ни одного предприятия по утилизации ртутно содержащих ламп и приборов. Господин Корсун уверен, что предприниматель, который вложит деньги в строительство такого предприятия, очень скоро будет иметь стабильную прибыль, исчисляемую в миллионах рублей. Автокрановщик совхоза Сыктывкарский, житель села Шошки Николай Буров, по всей
всей видимости, уже скоро откроет свою частную гостиницу для тех, кто любит отдыхать в условиях тишины и лесной природы. По подсчетам Николая, ему и его семье вполне по силам принять сразу несколько гостей по самому высокому классу деревенского сервиса, включающего в себя охоту, рыбалку, русскую баню, парное молоко и другие прелести сельского отдыха. Автор идеи рассчитывает заработать свой первый миллион на второй год после открытия гостиницы. Главбух одной из предпринимательских структур Сыктывкара Юрий Таскаев убежден в том, что если поделить между всеми жителями Республики Коми богатство ее земли и природы, а также производственные фонды, находящиеся на ее территории, каждый из нас станет владельцем состояния, которое оценивается в миллионах долларов. По идее автора проекта, жители республики, получая свою долю собственности в виде акций, поручают распоряжаться ею Верховному Совету, который в принимаемых им решениях исходит из интересов граждан-акционеров. Господин Таскаев убежден, что только справедливая приватизация может стать основой благосостояния республики и ее граждан. Водитель Эжевинского пассажирского автотранспортного предприятия города Сыктывкара Михаил Сухогузов предлагает использовать проездные автобусные пассажирские билеты еще и в качестве лотерейных с ежемесячным розыгрышем крупных денежных выигрышей. Это новшество, по мнению Михаила, позволит не только поднять цену на проездные билеты, но и продавать их в значительно большем количестве, чем сейчас. Ростислав Мельников, вице-президент акционерного коммерческого банка Коми-банк. Предложения, которые прозвучали в сегодняшней передаче, в принципе, могут все принести миллион рублей дохода. Но постольку передача все же называется «Как заработать миллион», а не «Как получить или разделить», то я бы отдал предпочтение предложению жителя Шошки Николая Бунова, который предлагает организовать малый так называемый туристический бизнес с полным комплексным обслуживанием и с использованием, насколько я понял, личного подсобного хозяйства. Ну и добавить еще, наверное, можно то, что таким путем можно, наверное, часть дохода получить в валюте. Михаил Глузман, президент акционерного общества «Ильич». Из тех идей, которые высказаны авторами по поводу того, как заработать миллион, я бы выделил идею Михаила Сухогузова о введении выигрышных билетов на автотранспорте, на городском автотранспорте. Я думаю, что эта идея, во-первых, реальна, и не очень сложно воплотить в жизнь. Во-вторых, она действительно приведет к результату, который ожидается от этого. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро Коми-АБ. Но я считаю, что, вообще говоря, идея привлекательна первая и вторая для меня. Но первая идея обработки химических отходов, если ее осуществлять по-настоящему, если даже использовать мощности завода, который расположен в Кирове, то надо все-таки достаточно крупные инвестиции. По сравнению с отдачей и инвестициями выигрывает гораздо больше второй проект. Проект, связанный с созданием, такого, скажем, частного туризма. Практически сегодня такая сеть не развита в Коми, и я знаю по собственному опыту, когда принимаю иностранные делегации, что мы просто нуждаемся в максимальном количестве предложений и в максимальном разнообразии этих предложений. Поэтому если такое место, которое бы устраивало нас по комфорту, появится, я убежден, что мы сможем заплатить ему столько, чтобы он стал прибыльным. Поэтому я за второй проект. И дай Бог счастья этому второму проекту. Автокрановщик совхоза Сыктывкарский, житель села Шошки Николай Бунов, обладатель призов 20 тысяч рублей за лучшую идею в конкурсе «Как заработать миллион». Уважаемые господа, как это ни печально, но настало время уведомить вас о том, что сегодняшняя программа станет завершающей в телевизионном цикле «Как заработать миллион». Все на этом свете имеет свой конец, тем более телевизионные программы. Правда, быть может, он наступил несколько ранее, чем вы ожидали. Что ж, как принято говорить в таких случаях, на это есть свои объективные причины. В заключение немного любопытной статистики. За 6 месяцев, в течение которых программа выходила в эфир, в конкурсной ее части была представлена 21 идея, авторы которых предлагали свои рецепты на тему о том, как заработать миллион. 5 из них стали победителями конкурса и все вместе получили в качестве выигрыша 70 тысяч рублей. Составной частью в программы цикла вошли около 30 сюжетов, в качестве телеперсонажей, в которых участвовало более сотни самых разных людей. Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» благодарит всех, кто делал, финансировал и смотрел программу «Как заработать миллион» и надеется на скорую встречу с вами, уважаемые господа телезрители. Друзья, прекрасен наш союз. Союз предпринимателей Республики Коми. Спонсоры программы: Союз предпринимателей Республики Коми,
акционерное общество «Илыч», информационно-коммерческое бюро «Коми АБ», акционерный коммерческий банк «Коми-банк». И напоминаем, вы смотрели программу независимой студии документальных видеофильмов «Асти. Как заработать миллион». Авторы программы Сергей Сорокин и Татьяна Рожина. Операторы Николай Богданов и Юрий Никифоров, художник Владимир Рожин, видеоинженер Аркадий Андреев, текст за кадром Валерий Черницын.